Открывая внеочередное заседание сессии Народного собрания, спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что обсуждения предложенного конституционного закона велись еще на прошлой неделе, аналогичны дискуссиям, касающимся соглашения об инвестиционной деятельности. Ряд депутатов парламента выдвинул соответствующую инициативу, которая связана с расшифровкой понятия многофункциональный комплекс, и, в общем-то, был составлен законопроект. Было проведено заседание в соответствующем комитете, на котором данный законопроект был рассмотрен и предложен в качестве проекта на сессию. После, по обращению коллег, было обращение, связанное с тем, что провели внеочередное заседание сессии парламента, связанное с этим законом. Представлял проект конституционного закона депутат парламента, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. Он отметил, что предлагаемый проект закона разработан в целях регулирования правового статуса многофункциональных комплексов, упоминаемых в соглашении об инвестиционной деятельности. В принятом градостроительном кодексе мы обнаружили, что многофункциональные комплексы, они, в понятийном виде не раскрыты полностью, что мы можем считать под многофункциональными комплексами. И у нашей общественности, и у депутатов парламента вызывали определенные опасения, что под видом строительства многофункциональных комплексов будет иметься возможность строительства апартаментов или апарт-отелей. Для того, чтобы снять те опасения, которые возникли и у депутатов, и у нас в обществе, вот еще раз повторяюсь, родилась такая идея. Данный законопроект, он полезен, в принципе, в регулировании строительного комплекса в нашей стране, в том числе по строительству многофункциональных комплексов. Законопроектом предлагается ввести в сфере правового регулирования понятие многофункционального комплекса, как нежилого имущественного комплекса, состоящего из одного или нескольких нежилых зданий, содержащего в себе исключительно нежилые помещения разного функционального назначения. В составе многофункционального комплекса допускается размещение офисных, торговых, спортивных, выставочных, образовательных и иных нежилых помещений, за исключением нежилых помещений, указанной в части 2 настоящей статьи. А вот часть 2. Многофункциональный комплекс не может включать в себя целиком или частично апартамент или апарт-отель. Законопроектом также запрещается перевод нежилых зданий и помещений в составе многофункционального комплекса, как и самого многофункционального комплекса целиком или частично, в жилые здания, многоквартирные или индивидуальные дома и жилые помещения. Конституционный закон был принят парламентом во втором окончательном чтении. Рада Чачава, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.